Здравствуйте. Время новостей. В студии Луиза Хатуева. И сегодня в эфире. Муфтият, Исламский университет и школы хафизов. Генеральный секретарь Всемирной мусульманской лиги оценил уровень религиозного образования в Чечне и встретился с главой региона. Какая работа предстоит Роструду в 2017-м? Те негативные тенденции, которые сегодня существуют, они подлежат выявлению и устранению. Всеволод Вуколов провел заседание с участием руководителей Минтруда регионов СКФО. Реконструкция дорог, обновление коммуникаций и трудоустройства. В данное время по улучшению водоснабжения проводятся работы по прокладке водопровода от истока Аксая до Нажаюрта. Как решаются проблемы жителей Нажаюрта? Генеральный секретарь Всемирной мусульманской лиги Мухаммад Абдул-Карим Аль-Иса посетил Чеченскую республику. Он побывал в исламских образовательных учреждениях. Также он встретился с чеченскими богословами. Подробности у Магомеда Ламаркаева. Первым объектом посещения в рамках рабочего визита генерального секретаря Всемирной мусульманской лиги Мухаммада бин Абдуль-Карима Аль-Исы стал Российский исламский университет имени Кунта Хаджи Кишиева. Здесь для гостя провели экскурсию, показали актовый зал, большую библиотеку и рассказали об истории высшего учебного заведения. Также в стенах вуза состоялась встреча с ректором. Я очень рад своему визиту в Чечню, потому что здесь очень много наших братьев по вере. Это народ, в котором два героя смогли возродить истинную религию. Это отец и сын. Ахмад Хаджи Кадыров был тем руководителем, который был нужен для спасения своего народа. А сейчас его дело продолжает сын Рамзан. Что касается Международной исламской лиги, то мы будем рады с вами сотрудничать и поддерживать тесные отношения. Сразу после этого делегация из Саудовской Аравии отправилась в Грозненскую школу хафизов. Здесь гости встретились с воспитанниками и преподавателями учебного заведения. Мухаммад бин Абдул-Карим Аль-Иса отметил, что здесь для подрастающего поколения созданы все условия для обучения священному писанию. В свою очередь, будущие хафизы прочитали для гостей суры из Корана. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Затем делегация направилась в центральную мечеть для совершения полуденного намаза. Отмечу, что Мухаммад бин Абдул-Карим Аль-Иса обладает степенью бакалавра гуманитарных наук в области шариата в Исламском университете имени имама Мухаммада ибн Сауда. Также он является магистром гуманитарных наук и доктором философии. Богослов отмечает внимание, уделяемое руководством Чечни для укрепления ислама. بوسومنا خلال سوناخ مسوا دونا تشخل باش بالشو أدملينا غديش خلال دشتا شومن إحا يقمه تجليلو يقر جرجلو ليلدا إشتعال شوش نقطة شو دهنا دتخو بوسوب دين وين مخاري مرش دين دو إس خز دين دو إس قهيت دين دو إس مسر سيد مكش دين دو إس طيب أنتر منش بوسومنا بيوش خلال شول إشوار إشياء تنديله ويمسوا تحن بوسول دين بام كلا خلدي يشتخوي رمضان الصوم مخكحة اكسترميشنا تريشنا دو حلا بين خل باش بول دحوش خل باش بول والخه يدخل لقرش تيغان تيعبو او لقر مخات بسنا اذا سوداس كراوي انشخينا ح تو اتجاه خزنيه سنجو قيق بالديره او لقرش تيغان داو تلوش تو جو قبول ديشتو شعارات او اوصاف او مصطلحات اخرى. Визит делегации продолжился в муфтияте республики. Гость из Эр-Рияда встретился с чеченскими богословами. Здесь они обсудили актуальные вопросы религии. По словам Абдул-Карима Аль-Исы, руководство Чечни прикладывает все усилия в деле распространения ценностей ислама. سو حاجوش خلقش دل مسألة صلوش خلقش باللام يسطروا خزنية سانجو إسلام دين سا وبابيش خلقش بالبلخش دنيا جو عقيدار جوش أتون خز خلقش دلو غير لقش أدعاويتوش بوصل دين سيلع دين دو إذا. В ближайшее время делегация из Саудовской Аравии намерена провести ряд встреч и побывать в нескольких городах Чечни. Магомед Ламаркаев, Мансур Саев и Зелим Закаев.
Новости. Уже вечером генсек Всемирной мусульманской лиги Мухаммад бин Абдул-Карим Аль-Иса встретился с Рамзаном Кадыровым. Он поблагодарил главу республики за оказанное гостеприимство и отметил, что в Чечне созданы все условия для духовного просвещения мусульман и распространения религиозных знаний. В ходе дружеской беседы стороны еще раз подтвердили, что едины в оценке действий террористов и экстремистов, под какими бы лозунгами и идеями они не пытались скрыть свои истинные цели. Мухаммад бин Абдул-Карим Аль-Иса отметил огромный вклад первого президента республики в борьбе с терроризмом, врагами ислама и в спасении чеченского народа. Генсек Исламской лиги выразил готовность тесно взаимодействовать с муфтиятом и известными алимами Чечни. Кроме того, арабский гость преподнес Рамзану Кадырову подарок, а чеченский лидер в свою очередь передал слова благодарности и почтения королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз Аль-Сауду и всей его семье. ونشكر لكم هذه الضيافة وهذه الحفاوة الكبيرة غير المستغربة وزيارتكم الرائعة الأخوية الحميمية للمملكة العربية السعودية. ولكم التحية من حكومة المملكة العربية السعودية عموما ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خصوصا. Республику посетил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов. Гость побывал у обелиска памяти первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова. Участники делегации возложили цветы. Позже для них организовали экскурсию по музею, в котором куратор показал им воссозданную копию кабинета первого президента с подлинными экземплярами. Также Всеволод Вуколов дал положительную оценку деятельности Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской республики. В последнее время вот те вопросы, которые мы ставили в начале года, сегодня решены, и мы достаточно положительно оцениваем сегодня деятельность министерства. У нас налажена хорошая работа, и мы надеемся, что в следующем году вот тот перечень вопросов и та повестка, которая сегодня будет обсуждена, она будет реализована. Также Всеволод Вуколов провел совещание с участием руководителя Министерства труда регионов СКФО. Одной из тем встречи стала выплата социальных пособий безработным гражданам в стране. Гость столицы отметил, что этот вопрос должен быть на особом контроле и никаких жалоб со стороны населения быть не может. Меру социальной поддержки гражданам необходимо оказывать оперативно и в полном объеме. По словам Всеволода Вуколова, одна из главных задач Федеральной службы в 2017-м – трудоустройство нескольких сотен тысяч инвалидов. Также необходимо решить вопрос по организации неформальной занятости населения. Не обошлось на встрече и без награждений. От имени руководства Роструда за высокие достижения и большой вклад в реализацию госполитики в области занятости населения Альбеки Хабусеевой и Мадине Бисаевой были вручены благодарственные письма. При этом федеральный чиновник призвал региональные ведомства обратить внимание на все недочеты. Нам с вами предстоит работа более масштабная. С точки зрения занятости вы знаете, что поставлена задача трудоустроить почти несколько сотен тысяч инвалидов. Эта работа сейчас ведется. Мы с вами заключим соответствующие соглашения в соответствии с теми поручениями, которые получены, и с теми приказами, которые подписаны. Мы должны продолжить работу по организации, легализации неформальной занятости населения. Эти две задачи, так сказать, у нас стоят. После совещания с участием руководителя Министерства труда регионов СКФО федерального чиновника принял глава Чечни Рамзан Кадыров. Они обсудили вопросы занятости населения в республике и динамику в этой сфере. При этом Вуколов отметил, что особое внимание необходимо уделять трудоустройству инвалидов. Мне очень нравится, как весь аппарат в регионе работает. Но очень много сложных задач на следующий год. То есть надо трудоустроить инвалидов. То есть вот мы сегодня говорили о том, что поставлена задача по стране трудоустроить без денег 300 тысяч инвалидов. Но мы выбрали и просили вот организовать совещание в Чечне. Почему? Потому что нарушений в других регионах много.
И по результатам проверок мы видим, что в Чечне потихоньку, если проверку провели, то ошибки исправляют. Вот в других регионах, вот мы сегодня начали там с нескольких регионов, там как-то не хотят. Рамзан Кадыров подчеркнул, что в регионе есть возможности для желающих работать, однако не все хотят трудиться. Большая часть нетрудоустроенного населения ищет легкую добычу, при этом не затрачивая много сил. Уезжают люди, там, говорят, там, Чеченская республика, выехало столько-то людей. Тогда, 99-й, 2001 там сложные годы были, уехали. Но сейчас люди уезжают от того, что там дают соцпакет. От того, что не работают. И потом, когда они получают, что получают? У них маленькие дети, по каким-то нарушениям забирают детей. Европа, если у них рождаемость 0 же, если миграции не будет, Европа через определенные 10-20 лет не будет. И сегодня они забирают у наших же детей, россиян, чеченцев, других, забирают детей, отдают своим же европейцам. И за счет этого хотят сохранить свое государство. А наши на это улов там уже поддаются, уезжают, если не дают 500 евро, 1000 евро, все. И это от звонка до звонка, так говорится. Начально там в конце месяца получают и заканчивают в конце месяца. Так они живут там. Я говорю, это разве жизнь? Это человек существует. Надо нас как учили, всегда работать. У нас всегда целый сезон работали, чтобы нормально провести зиму. А сейчас уже люди думают, что государство должно обеспечить такую жизнь шикарную. Шикарную жизнь невозможно обеспечить государством. Человек, если хочет шикарно жить, шикарно надо работать. За достойную жизнь надо достойно и бороться. И поэтому сложности, конечно, существуют, но благодаря сегодня и федеральному центру, и местной власти у нас улучшение есть. Я думаю, что ваш приезд в республику тоже даст импульс новым направлениям. И будем делать так, чтобы народу было хорошо. Подведены итоги соревнования трудовых коллективов российских железных дорог. Лидирующую позицию заняло эксплуатационное локомотивное депо «Гудермес». Здесь же прошла официальная церемония вручения свидетельства победителя. Наградить работников прибыли почетные гости из Москвы. Наш корреспондент с подробностями. Уже не первый раз коллектив Гудермесского депо занимает призовые места среди коллективов российских железных дорог. С поздравлениями во вторую столицу Чечни приехал начальник дирекции тяги Владимир Кривоносов. В отраслевом соревновании среди коллективов российских железных дорог гудермесцы заняли первое место в третьем квартале. Свидетельство вручается коллективу эксплуатационного локомотивного депо «Гудермес» Северокавказской дирекции тяги, начальник депо Тумхаджиев Султан Бухарович, председатель профсоюзного комитета Яшадов Хамзат Хусейнович. Прежде всего, очень радует, когда, прибыв в коллектив, видишь такой слаженный коллектив, настроенный на очень такую результативную, хорошую работу. Что бы хотелось еще отметить, знакомясь с самим производством, чем занимается коллектив, как себя видит в дальнейшем, могу отметить, что сегодня коллектив успешно начал осваивать современные серии локомотивов. Начальник Северокавказской дирекции в своем выступлении отметил плодотворную работу делегации. Ежеквартально выполняются все заданные планы. За последние 5 лет не допущено ни одного случая травматизма. Почетными званиями лучший машинист локомотива, почетный работник дирекции тяги были награждены отличившиеся сотрудники. Они получили также благодарственные письма и ценные подарки. Работаю машинистом 3-го класса. Награждения были неоднократные, были грамоты, объявлены благодарности, за что я благодарен руководству, что замечают таких работников, не только меня, и всего коллектива. Начальник депо Тумхаджиев Султан Бухарович депо на 100% хицадер дикчаур. И что наград первое место он
Эксплуатационное локомотивное депо в Гудермесе – старейшее предприятие северокавказских железных дорог. Оно основано в 1814 году. Но несмотря на столь почтенный возраст, техническое оснащение депо после модернизации в этом году отвечает современным требованиям. Квалификация сотрудников постоянно повышается, а условия работы становятся все более комфортными. Глава администрации также поздравил работников локомотива с почетным первым местом. Мне отрадно присутствовать на таком мероприятии, где ОАО РЖД города Гудермеса уже за эти несколько лет 3 раза уже лидирующем месте. Огромное спасибо хочу сказать руководителю департамента ОАО РЖД Владимиру Анатольевичу за столь высокую оценку. По итогам всероссийского конкурса, проводимого РЖД, эксплуатационное локомотивное депо в Гудермесе признают лучшим в стране уже на протяжении нескольких лет. Это уже 10-я победа среди 146 российских депо. Коллектив намерен и впредь удерживать лидерство. Лариса Джабраилова, Луиза Баснукаева и Магомед Мударов. Новости. Сотрудники Чеченгаза устраняют неполадки с газоснабжением в Октябрьском районе. Напомню, в прошлом месяце из-за утечки подземного газа и последовавшего за ним взрыва пострадали 5 человек. Все они были доставлены в больницу с серьезными ожогами. Какие ведутся работы в переулке Декабристов и что уже сделано, расскажет Залина Атаева. Труба под землей локализована, а газ теперь на переулок Декабриста будет поступать через наземный газопровод. Жителям этого участка больше не придется бояться за свои жизни, говорит сотрудник Чеченгаза. По данному факту приняты экстренные меры. В оперативном порядке мы провели надземный газопровод. Старый газопровод, он тоже согласно нашим действующим стандартам поставлен на консервацию. То есть он законсервирован. С эксплуатации данный газопровод мы выводим, и будет эксплуатироваться надземный газопровод на данном участке. Но проблема подземного газоснабжения остается актуальной для других районов Чечни. В данном конкретном случае это не только проблема, которая была по улице Декабристов. Такая же проблема может быть в любом месте города Грозного, города Гудермеса, Аргуна, Шалей. Там, где есть подземные газопроводы, которые строились еще в советские времена, и те, которые мы эксплуатируем на свой страх и риск без средств электрохимзащиты. Дом Эдаевых разрушен еще неделю назад. Мебель испорчена и до сих пор лежит под навесом во дворе. Картина довольно плачевная. Не прошло и недели после взрыва, как эта стена уже рухнула, а на улице уже зима. И неизвестно, как и где будет проживать семья после выписки из больницы. В ожоговом отделении 4-й городской больницы девочкам оказывается необходимая помощь. Здесь также с детьми работают психологи. Врачи говорят, что в таких случаях психологическое лечение важно, как и медикаментозное. Спустя неделю после происшествия девочки могут говорить. Это уже хорошо, признается мама. Но страх и ужас, перенесенный в ту ночь, всплывает в воспоминаниях в любой момент. По ночам ويوغا غاز يقري ويوغا غاز يقري بوش خوختي بانسينوش بيسر دال خاستم وينسايو جو يشчун далида. Врачи, в свою очередь, комментируют состояние пациентов как стабильное. На сегодняшний день часть ран зажила, раны, их состояние улучшилось, стабилизировалось. У 3 больных состояние относительно удовлетворительное, у 2 больных состояние средней тяжести. Есть положительная динамика, все необходимое делается. Руслан Эдаев вспоминает события 7-летней давности. В 2010 году, 9 января, в этом доме прогремело 3 взрыва из-за утечки газа из той же трубы, что и сейчас. Последствия первой трагедии были намного печальнее. Только это не послужило сигналом для некоторых организаций, в которые многократно обращались как пострадавшие, так и жители переулка. Взрыв поэтапно, кухня, и дальше он потак поэтапно, качал, хайен, цохена, и ночь дага, и хилла, халканан, елир. وقول بيشوال جيمو وش واقوش نانا ليش خلال حالق ديريس خير رمضان تو يوارتاق ولا تو يتكينو شبون بس نبيتير но ишта цухена ишта дизер но после этого та уголовное дело возбудить на газ шебях куйбати алюх хабях следователь шмастарат заснять тер ями ча да их газ
На данный момент прокуратура проводит доследственную проверку по факту нынешнего взрыва бытового газа. Специалисты говорят, что пока рано делать какие-либо выводы. Решение процессуальное на сегодняшний момент не принято. К данной проверке привлечены специалисты для того, чтобы установить причину, по которой произошел данный взрыв. Одновременно прокуратурой Октябрьского района города Грозного по поручению лично прокурора Чеченской Республики проводится проверка соблюдения федерального законодательства, в ходе которой устанавливается балансодержатель данного газопровода. Будет проверена деятельность специализированной организации, которая занималась эксплуатацией данного газопровода, на котором произошел взрыв. По результатам данной проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, и виновные будут привлечены к ответственности. По словам известного юриста Саидмагомеда Чапанова, вне зависимости от того, какая организация понесет ответственность за взрыв, ей придется возмещать моральный и материальный ущерб пострадавшим. Они имеют право на компенсацию, в первую очередь, компенсацию морального вреда и, соответственно, материального ущерба, что входит в соответствии с действующим гражданским законодательством. Моральный вред не требует никакого документального подтверждения. Труба не была заменена, и, соответственно, организация, которая обслуживает, на чьей территории находится данный газовый участок, она, конечно, несет за это ответственность. И, естественно, то, что разрушен дом, сюда и подпадает как раз материальный ущерб. Вот это и есть материальный ущерб, разрушен дом, его нужно восстанавливать. Естественно, его нужно восстанавливать за счет той организации, которая непосредственно занимается обслуживанием данного газового участка. Так кто же виновен в произошедшем и понесет соответствующее наказание? Вопрос остается открытым до тех пор, пока следствие не закончит проверку. Залина Атаева, Хаваж Мунаев и Ислам Расуев. Новости. В отеле «Грозный-Сити» состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к клубному чемпионату Европы по дзюдо «Золотая лига». На встрече присутствовали ответственные от правоохранителей до представителей СМИ. Обсуждались наиболее важные вопросы, в частности, готовность спортхолла «Колизей» к предстоящим соревнованиям. Здесь отметили, что турнир такого масштаба на территории Кавказа будет проходить впервые. В России он состоялся только один раз в Самаре в 2014 году. Председатель оргкомитета Хасмагомед Хизриев подчеркнул, что состязания должны пройти на высшем уровне, впрочем, как и предыдущие крупные турниры в Грозном. Республика Аха, ярко значимые всероссийского международного значения мероприятия, что каждое мероприятие шишки продавал, шишки сюрприз, что и что она шишки парса. خيهوخز دك يعالس مربريات دقلات اليوم كيتش بشبك ويبتشوا يوق نماني ونيش سن كنترول أيوة المربرياتية وين بول بش بقي هيشربوا أطان ليش دين حا كيتش ما دودك دعبيتش بوي خيتين يسروك سيدال ما مصما ويبتشوا تدلن دلما قوتش شق دقنية ترشعر دل قيتم بيشتغل دلما. Отмечу, что Россию на турнире представят 2 мужских и 2 женских команд. Республиканский спортивный клуб «Эдельвейс» на «Золотой лиге» выступит впервые. Свои силы проверят 12 чеченских дзюдоистов, которые уже активно готовятся. Напомню, право участвовать в престижнейшем турнире наша команда получила, завоевав бронзу на прошедшем клубном чемпионате Европы. Массу направлений вопрос, что поднять наш хабош полгейший, телецарицен, переводчик, транспорт, гостиницы, спортсменшин, вышел условия создать инцаин по всем направлениям. Когда в 2015 году на турнир приезжал Соловейчик, он увидел всю организацию и дизайн, оформление, все, что мы делаем тут в Чеченской Республике, благодаря главе Чеченской Республики. Когда он это увидел, и он решил, что он хочет провести Золотую лигу Чеченской Республики. Власти взялись за решение проблем на Жаюрта. В рамках проекта «Наш район» местные жители в эфире «Радио Грозный» озвучили актуальные вопросы муниципалитета. Среди них строительство дороги, реконструкция коммунальных сетей и многое другое. Ответ последовал довольно быстро. Сейчас в Высокогорье ведутся активные работы. О них расскажем в следующем сюжете.
14 обращений поступило главе администрации Ножеюртовского района от местных жителей. Вопросы были самые разные – ремонт дорог, трудоустройство, оказание материальной помощи малоимущим. Но больше всего жителей интересовал вопрос водоснабжения. В районе нередки случаи, когда вода отсутствует по несколько суток и приходится запасаться впрок. По поручению главы Чеченской Республики этот вопрос уже решается. Прокладка водопровода закончится в первом полугодии 2017 года. Из-за рельефной местности мы не можем равномерно подавать воду во все направления. Приходится разные перепады и приходится разными давлениями подавать в разные точки села Ножеюрт. Проводятся работы по прокладке водопровода от истока Аксая до Ножеюрта. Общая протяженность там 40 километров. Много проблем решится не только Ножеюрта, но и ближайших населенных пунктов, так как они испытывают острые проблемы с водоснабжением. Еще одна просьба от выпускницы Грозненского технического техникума поступила в прямом радиоэфире. Она спрашивала о возможности трудоустройства. Мархе, окончившей с отличием техникум, нашлось место в администрации района. После того, как я обратилась, мне сразу взяли на работу. Бог пришел Зина Шамаева сама воспитывает 6 детей. Проблемы с подготовкой школьников к учебному году возникают каждый сезон. Многодетная мать тоже решилась обратиться за помощью к районным властям. Залпа Ясакова прикована к постели, инвалид первой группы. После обращения ей была оказана материальная помощь. Обращения всегда самые разные, начиная от вопроса школьника о помощи в сдаче экзамена и до просьбы открыть футбольное поле. Именно на этом месте будет находиться новое футбольное поле Ножеюртовского района. Ранее не было ни одного поля, где ребята могли бы играть в футбол. Располагаться оно будет прямо рядом со спортивным комплексом. Луиза Баснукаева, Булат Баканаев, новости. Сегодня открылась новая мечеть в Гудермесе. Она располагается рядом с центральной районной больницей. На открытии среди присутствующих были глава администрации Гудермесского района, министр здравоохранения республики и богословы. После полуденного намаза собравшиеся прочитали мавлид. С начала строительства мечети было решено, что оно будет носить имя бабушки главы республики. دق يقصي الله يرشة دق عن خلقه بارك الله الدين رزي الله هردادي اللي تنهردين خل والشو إلي سنا هر ماجدك دو عن مصو هر ديخ يوزن دو ماجدك شمصو متع دو عن ديوخ داهيت دو شو وين بتش حنا إيش أز وين بتش دو عن رمضان نين تسأل اختبار تسأل هر ماجد دادو يلر قد أو بيرك تدو شو مولد بتع دادو يلر خلني أتشع مولد دي شر خلني. Региональный фонд имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова продолжает оказывать помощь нуждающимся. 5 семей получили возможность иногороднего лечения. В каждой из них больной ребенок. У дочери Хадижат Халадовой выявили онкологию. Она должна выехать в Москву 12 декабря на повторное лечение. А у Маки Махмудовой 5-летний сын болен эпилепсией. Приступы повторяются по несколько раз за ночь. Москва я харву кырдаться делать. Профессор леха через 3-го лицо с профессором делаете дина. Цунта урялишт. Окн цунта 12-го теяхч. Долоцуря. Да? Цунах сихоин за шикер видать раскирч чудо. Иш цунта я харву кырдаться цунта яхта гаишт. Сколько что цунта хочешь телефон тяхчцар хайулалишт хайянса. Сона сосанчана вот я шмя лучше. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.